все, что касается органики, у нас ничего из дома не выбрасывается. Ни скошенная трава, ни листья, ни очистки. Все это идет в компост или вот тех милых животных, которые находятся на нашей территории, в частности, нашего охранника, да. И у нас также есть другие животные, у нас есть рыбы, то есть у нас все пищевые отходы, они в качестве ресурсов расходятся на территории самого экодома. Это принцип экодомов, то есть экодома должны сами справляться со своими органическими отходами. Демонстрационный экологический центр в Лебединовке мы создаем с 2015 года. Я сама эколог и всегда хотела, чтобы моя профессия, да, и то, что я рассказываю людям, все это воплотилось в реальности в моем собственном жилище. Потому что, какой эколог, если он сам экологическим принципам не соответствует. И вот, когда у нас появился частный дом, мы решили создавать его именно по всем законам экологии, чтобы он не вредил природе, чтобы это были минимальные выбросы. И для этого мы буквально внутри обычно выглядящего такого частного дома запрятали много маленьких таких интересных секретов, которые позволяют нам сохранять окружающую среду. Здесь у нас зона эко-огорода, и не зря здесь 3 секции, потому что, чтобы была урожайность и чтобы меньше нападали вредители, необходимо делать чередование культур. То есть, если у меня помидоры в этом году здесь, то следующие их оставлять здесь не стоит. Они возьмут из почвы все питательные вещества, и, кроме того, вредители привыкают, когда культура на одном месте, они уже сюда начинают собираться и поедать урожай. Поэтому, когда я делаю ротацию, то есть это помогает нам сохранять урожай, получать большие вот такие вот, так скажем, сборы, да? Чтобы почва была здоровая, как и человек здоровая, да, для нее важно, чтобы она была покрытой, она не должна быть голой. Как только почва голая, все. Ее плодородие падает, количество организмов в ней тоже неуклонно уменьшается, и почва уже не может приносить свое плодородие. Мы знаем, что в Кыргызстане это одна из очень серьезных проблем сейчас, потеря плодородия почв. Поэтому, если у вас огороды, если у вас сады, закрывайте почву, либо засаживайте, либо мульчируйте. Это позволит вам сохранить ваше вот это вот наследие очень важное, да? У нас все отходы, все, мы так и картинка тоже лучше, собираются вот в этих 2 ящиках. То есть апельсины, там кушаем, картошка, лук, там все растительное. Сюда нельзя яйца класть, очистки вот эти скорлупа, ничего жирного, то есть какие-то сливы от супов, бульоны, кости. Такое мы не кладем, потому что как только положишь, это привлекает вредоносных насекомых, мух. Зачем это нужно? И у нас, вот вы сейчас стоите рядом, да? Запах просто что? Обычной земли, да? Никакого запаха. Если компост сделан правильно, он никогда не будет не пахнуть, не привлекать насекомых. Он будет давать только самое главное – плодородие. Потому что, перерабатываясь червями, мокрицами, насекомыми разными, да? Плесневыми грибами, то есть он превращается в почву, то есть то, что называют верхним плодородным слоем или гумусом. И то, во что он превращается, нужно увидеть у меня буквально вот здесь для выращивания лука, разных овощей. У меня собираются в больших таких чанах. Вот это ничем не отличимо от лесной почвы. То есть вы видите, здесь буквально остались, может быть, какие-то чуть-чуть от абрикоса, там немножко корочки, да, но это все дойдет к земле.
А так вот чем становятся наши очистки от лука, от там, арбузов, дыни, да, от всего, вот, от картошки. Смотрите, это просто плодородная почва. И технология не требует вообще ничего.